В преддверии великого праздника Дня Победы филателисты города Якутска открыли экспозицию, представленную почтовыми марками времен Великой Отечественной войны. Как говорят они сами, в одной марке целая история. Вот в эти праздничные дни мы проводим очередную нашу филателистическую выставку, посвященную 70-летию Великой Победы. На этом стенде представлены марки, все марки, которые выпускались в годы войны с 1941 по 1946 год, потому что еще там продолжались выпускаться марки, посвященные Великой Отечественной войне. Хотя и впоследствии и в Советском Союзе, и в Российской Федерации тоже ежегодно, конечно, выпускаются какие-то марки, посвященные этой дате, победе и вообще Великой Отечественной войне, ее героям. Поэтому здесь есть стенды. Ну, здесь вот на этом стенде уникальные марки, те, что они вот старые, с 41 по 46 год. Вот есть две первые марки. В 41 году было выпущено всего две марки такого плакатного типа. Будь героем и запишись в ополчение. Вот. А потом, значит, с 42 года начиная стали выпускаться марки, посвященные уже разным событиям, случившимся во время Великой Отечественной, героям Советского Союза, орденам и так далее. Освобождением городов, обороне Сталинграда, значит, Сталинградской битве, обороне Ленинграда, обороне Москвы там и так далее. Марка посвящена. Выставка у нас называется «Открытая». Мы, значит, разрешили или пригласили принять участие в нашей выставке коллекционеров других видов. Не только вот филателистов, как вы знаете, филателисты – это те, которые собирают почтовые марки. Здесь у нас вот в соседнем зале можно посмотреть выставку нумизматов, то есть коллекционеров монет, и тоже посвященная Великой Отечественной, монеты, посвященные Великой Отечественной войне. Коллекционированием занимаюсь более 50 лет, имею огромный опыт. Имею также, естественно, огромные коллекции. На нашей выставке, посвященной 70-летию Великой Победы, я представил свою новую разработку «Женщины-герои Советского Союза». Это впервые в Сибири, я думаю, что сделал кто-то. Значит, всего женщин-героев Советского Союза у нас было 95. И они все практически, ну, большинство из них погибли под пытками, под истязаниями фашистов, потому что они были снайперами, подпольщицами, санитарками. Сами понимаете, они были на самом передовом фронте. Вот. Первые женщины Советского Союза – это знаменитая летчица Гризодубова, Роскова, Осипенко, которые совершили беспосадочный перелет Москва-Дальний Восток, и потом совершили вынужденную аварийную посадку. Им было впервые присвоено среди женщин звание Героя Советского Союза. А во время Великой Отечественной войны, вы, наверное, многие знаете, что великий подвиг совершила наша знаменитая Зоя Космодемьянская, которую фашисты зверско также истязали. И ей впервые из женщин было тогда присвоено во время Великой Отечественной войны это высокое звание. А потом, значит, героями были, значит, подпольщицы, партизанки. Вот. А после войны, значит, было также присвоено звание нескольким женщинам, и в том числе, вы, наверное, знаете, нашей знаменитой космонавту Терешковой. А последняя женщина, которой было присвоено это звание, это Савицкая, которая стала дважды Героем Советского Союза.